Я вносила предложение, там, где выход из гражданства Кыргызской республики не допускается в случае противоречия интересам национальной безопасности. Просто такой одной общей фразы. Я говорила о том, что необходимо более четко прописать, да? Сейчас вот мое предложение комитетом почему-то вот в проекте подготовлено. Предлагается отклонить. Основание лишь то, что нет необходимости конкретизировать. А вы извините, а как быть с законом, там, где есть право выхода и есть, знаете, я понимаю, что достаточно будет служить основание, это приговор суда. А если нет приговора суда? А если нет какого-либо судебного акта или решения суда? Вот как вот можно просто вот запретить, как можно сказать, обладатель какой-либо информации секретной, да? Если человек не всегда оформлял эти документы, подписи, подписку не давал о неразглашении и так далее. Вот как вы будете определять? То есть это на усмотрение получается, да, ведомства? Здравствуйте. Тут, если учесть то, что на сегодняшний день мы согласуем все материалы по приему гражданству по приему гражданству и выходе с гражданства с Государственным комитетом национальной безопасности. То есть эта практика есть, они могут на стадии рассмотрения, согласования уже на сегодняшний день отказать. То есть это и со стороны МВД, и как со стороны органа национальной безопасности. По второму случаю, если эти нормы нужно будет указать, у нас после принятия закона о гражданстве будет принят подзаконный нормативный акт, это указ президента по вопросам рассмотрения гражданства. Ну тогда здесь, наверное, и нужно отсылочную норму, да, и писать о том, что в соответствии с установленным нормативно-правовым актом, определенное президентом или кабинетом министров. Правильно? То есть там должно же быть так, а так вот, знаете, общими фразами, когда мы пишем, иногда, знаете, порождает очень много вопросов и коррупционные схемы. Я поэтому и говорю, что есть моменты там, где стоит именно более конкретно этот вопрос уточнить.